Легкий бег перед тренировкой – это лучший способ разогреться и привести свои мышцы в тонус практически для любого спортсмена. А учитывая борцовскую составляющую в таком виде спорта, как регби, это еще и верный путь свести возможные травмы на нет. Разминка также отличается не сильно, кроме пару особых упражнений. Самое интересное – это распасовка мяча, или как его еще называют спортсмены, дыня, из-за схожей формы. Хорошие результаты в подаче регбийного снаряда показывает Ислам Яндиев. Парень, можно сказать, старичок в этой команде. Увидев однажды объявление в соцсетях о том, что у нас набирают спортсменов для игры в регби, Ислам, недолго думая, решил записаться. Я игру как-то видел, знаю, как суть игры, интересная игра. Регби такой вид спорта, где человек должен себя держать в физической форме. Командная игра. Тут создана команда, уже человек 20-15 есть в команде, друзья, новый круг общения. На сегодняшний день в составе ингушской команды по регби тренируется 17 человек. Всего, согласно правилам, для участия в соревнованиях необходимо набрать 25 человек с учетом запасных игроков. Но учитывая необычный интерес к новому виду спорта, процесс завлечения игроков будет недолгим. Для многих войти в сборную команду по регби было мечтой с детства. Зрелищный вид спорта очень. Тут может каждый участвовать, играть, каждый может. И короткий, и длинный, и тяжелый, и худой. Все могут играть. Для каждого найдется позиция. По спортивным меркам, даже год, проведенный в секции регби, это все еще начальный результат. Пока что воспитанники Исламбека Цисдоева осваивают все тонкости и азы этого необычного и нового для нашей молодежи вида спорта. Занятия проходят 6 раз в неделю, 3 из которых ребята проводят в тренажерном зале, а в остальные дни отрабатывают игровые моменты. Сначала надо обучить каким-то элементам, без которых абсолютно нету смысла дальше какие-то упражнения делать. То есть это контакты, вот это делать абсолютно пока смысла нету, пока не научимся делать хорошую передачу. То есть хорошая передача это, то есть хороший пас, я имею в виду. Хороший пас это, как сказать, это пол игры. Остальное все это можно без проблем научить. Родоначальником регби принято считать Уэба Эллиса, который являлся учеником школы одноименного города в Англии. Во время одного из футбольных матчей он схватил мяч и устремился к зачетной зоне соперника. В то время существовало несколько разновидностей футбола, и регламент этого матча допускал касание мяча рукой. Однако перемещаться с мячом не разрешалось. В наше время правила заметно изменились. Если игрок атакующей команды заносит мяч в зачетную зону и касается им земли, его команда получает 5 очков и право на дополнительный удар. Важное правило – мяч можно бросать игроку своей команды только назад или параллельно лицевой линии. Потенциал для создания и популяризации регби в нашем регионе изначально был довольно большой. Молодежь и взрослые интересовались, и поэтому было решено зарегистрировать Федерацию регби Ингушетии. У нас самая популярная социальная сеть – это Инстаграм. Мы там создали свою страницу, и 620, по-моему, подписчиков у нас уже есть, и очень много писем там поступает. Очень много родителей интересуются именно детским видом. В этом году Федерация регби достигла первых результатов в этом виде спорта. Воспитанники Горского кадетского корпуса отправились на фестиваль регби в Грозный и среди 5 команд заняли 2-е место. Такие успехи молодых ребят говорят о многом, и у взрослой команды есть все шансы стать в один уровень с уже действующими игроками по всему миру. Наши соседи грузины, допустим, они в десятке лучших в мире. Поэтому мы думаем, что мы можем быть на 2 раза лучше, чем наши соседи, поэтому мы можем быть в 5-ке. Это однозначно, у нас очень высокий потенциал. У нас очень много здоровых ребят, которые действительно, у них есть спортивная злость, спортивный азарт, наглость, если хотите. Поэтому у нас очень высокий потенциал в этом плане. Ну а дальше больше. Ингушская команда надеется получить от Федерации регби России базу для проведения занятий. Собственный стадион позволит значительно увеличить КПД во время тренировок, и, возможно, в будущем мы еще увидим не одного олимпийского чемпиона по регби из Ингушетии. Михаил Тангиев, Магомед Дедигов, Новости 24.